Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Туркменским военным предложили купить жилье за свой счет, но продать его будет нельзя. В марте в отделы кадров воинских частей пришла телеграмма из Министерства обороны Туркменистана. В ней сказано, что желающие могут приобрести квартиры в современных жилых домах за 100% их стоимости. Новость вызвала у военных недоумение. Другие министерства покрывают 50% цены из бюджета, а в Минобороны не предлагают льгот сотрудникам, даже при том, что они массово увольняются из-за жилищных проблем. При этом даже от малого количества желающих купить квартиры за свой счет скрывают главное – продать их на свободном рынке будет нельзя. В Туркменистане в последние годы наблюдается острая нехватка офицерского и старшинского состава, военные массово увольняются и эмигрируют. Среди причин низкие зарплаты, жесткие условия службы и хроническая нехватка жилья. Многие офицеры даже спустя годы службы вынуждены ютиться на съемных квартирах, а те, кому досталась ведомственная, уже год как лишены права ее приватизировать. Ситуация с оттоком офицеров настолько серьезная, что командиры не принимают рапорты об увольнении, у них есть приказ убеждать остаться тех, кто хочет уйти. В марте в отделы кадров воинских частей, учреждений, предприятий и военных училищ из центра пришла телеграмма. Начало ее звучало многообещающе, о возможности получить квартиры в строящихся современных жилых домах. Но о том, что квартиры предоставят бесплатно или со скидкой, речь не шла вовсе. Более того, говорилось о возможности купить их за 100% стоимости или при необходимости взять на это кредит. Офицеры пришли в недоумение. Другие бюджетники нередко получают на жилье скидки, на что руководство пояснило, что первоначальный взнос за квартиру для работников других министерств составляет 30% стоимости. А о вас, мол, заботится министр Бегенч Гундагдыев. Вам нужно внести на старте только 10%. Желающих оказалось немного, но и от них еще потребовали расписку в том, что они сдадут свое прежнее служебное жилье и не будут иметь никаких претензий к командованию. От военных скрыли одну важную деталь. Приобретенное за свой счет жилье они в дальнейшем не смогут продать кому захотят. Это следует из постановления президента от 11 октября 2018 года о вопросах распределения квартир военнослужащим и работникам правоохранительных органов Туркменистана в современных жилых домах. Согласно документу, подобное жилье может быть передано по наследству, либо продано только покупателю из числа военнослужащих или работнику правоохранительных органов. Постановления специально скрывают от желающих купить жилье. Некоторые офицеры попадают в эту ловушку. Они думают, что раз сами оплачивают 100% стоимости квартиры, то и на 100% смогут ею распоряжаться, но это не так, прокомментировал источник Туркмен Ньюс в вооруженных силах. Тем временем военные продолжают писать рапорты об увольнении, а если их не принимают, то офицеры просто перестают ходить на службу, тогда спустя время командование вынуждено увольнять их по статье. Наблюдатели в Туркменистане считают, что защищать родину скоро будет некому. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.